В России в 2019 году не достигли 40% плановых показателей нацпроекта здравоохранения. При этом Счетная палата отметила, что исполнение расходов федерального бюджета составило 96,4%. В частности, в прошлом году не удалось достичь плановых значений по 6 из 15 показателей нацпроекта, таких как снижение смертности населения трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения и увеличение доли новообразований, выявленных на ранних стадиях. Федерация независимых профсоюзов России предложила повысить пособие по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми и применять его на постоянной основе. Сейчас выплата безработным родителям, имеющим ребенка младше 18 лет, осуществляется в размере 3000 рублей в дополнение к пособию по безработице, как антикризисная мера. Федерации отметили, что вопрос размера доплаты требует проработки, однако предварительно она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребенка, который в целом по России составляет порядка 10 700 рублей. Обсуждение также требует и вопрос касательного того, один или оба родителя могут претендовать на выплату. Каждый 8-й несовершеннолетний россиянин зарабатывает самостоятельно на карманные расходы, а в половине семей дети формируют собственные накопления. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» совместно с Банком Открытия среди родителей детей в возрасте от 3 до 18 лет. Абсолютное большинство родителей дают своим детям карманные деньги. 21% опрошенных выделяют на карманные расходы до 500 рублей в месяц, свыше 16 до 1000 рублей в месяц. При этом каждый 8-й родитель рассказал, что его ребенок подрабатывает. В то же время у половины респондентов дети откладывают деньги на личные нужды. Свыше четверти респондентов не знают, на что дети тратят карманные деньги. Относительное большинство опрошенных указали, что знают, их дети тратят карманные деньги преимущественно на еду и сладости. Реже всего дети покупают на них компьютерные игры и оплачивают проезд на транспорте. Более половины респондентов обучают своих детей финансовой грамотности, как самостоятельно обращаться с деньгами. Исследование проводилось посредством телефонного опроса среди 1500 человек. География исследования – все регионы России. Россия частично возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, прерванное весной этого года на фоне пандемии коронавируса. Согласно информации на сайте правительства Российской Федерации, полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю в Нур-Султан, Бишкек и Минск. Также с 27 сентября будут возобновлены рейсы в Южную Корею. Отметим, что с 21 сентября в связи с возобновлением международного авиасообщения приостанавливается действие программы вывозных рейсов. Всего с момента закрытия границ такими вывозными рейсами воспользовались 632 якутянина. Ну а что касается внутрироссийского авиасообщения, авиакомпания «Якутия» начала полеты из международного аэропорта Внуково в Дагестан. Рейсы по маршруту Москва-Махачкала-Москва будут выполняться по пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-700 и Boeing 737-800. За время пандемии авиакомпания «Якутия» занималась вывозом россиян из других стран, а также из регионов страны. По России было совершено более 70 рейсов, 32 города. Из других стран на родину авиакомпания вернула 542 пассажира. За работу в период пандемии работникам социальных учреждений произведено порядка 339 тысяч выплат на общую сумму порядка 9 миллиардов 700 миллионов рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающим проживание работников в организации на протяжении смены. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Якутии. Всего в регионе на сегодняшний день стимулирующую выплату получили 3399 работников на общую сумму свыше 334 миллионов рублей. Это были новости экономики. Выпуск подготовила Нурбуяна Иванова.